Далее эфир продолжим обзорами экономических, спортивных и других событий. И начнем с актуального курса валют. Итак, по информации Центробанка, доллар сегодня на отметке в 73 рубля и 29 копеек, а евро 88 рублей и 94 копейки. Выгоднее всего американскую валюту в Якутске покупает Восточный банк за 73 рубля и 33 копейки. А продает Восточный банк, точнее АТБ, за 73 рубля 98 копеек. Самый выгодный курс покупки евро у Солидбанка покупает за 88 рублей 70 копеек, а продает Банк Восточный за 89 рублей и 40 копеек. Несмотря на возможное ослабление рубля, которое, согласно прогнозам аналитиков, может произойти в третьем квартале текущего года, уже в октябре российская валюта окрепнет до максимального годового уровня. Так считает главный экономист Сберсиб. Однако он убежден, что уже в четвертом квартале текущего года российский рубль окрепнет до максимального за год уровня 71 рубля за доллар и 88 рублей 80 копеек за евро. Таким образом, среднегодовой курс рубля, согласно ожиданиям эксперта, может составить около 72 рублей за доллар и почти 90 рублей за евро. Предприниматели, работающие в социальной сфере республики, впервые смогут получить грант по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Размер поддержки составит 500 тысяч рублей. При этом арктические районы смогут получить до 1 миллиона рублей с условием стопроцентного софинансирования предпринимателя на реализацию проектов. Социальным предприятием может быть признан субъект малого и среднего бизнеса, который осуществляет деятельность в сфере образования, социального обслуживания, культуры, обеспечивает занятость инвалидов и пенсионеров, оказывает услуги, предназначенные для таких категорий граждан. Производители яиц и мяса птицы в России предложили повысить цены на товары до 10%. По данным издания, производители в частности отметили увеличение стоимости кормовой базы на 30, а то и 100% и существенное сокращение поголовья. Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова в свою очередь отметила рост цен в среднем на 6% за февраль по отношению к январю. В Минсельхозе России уточнили, что пока не получили со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции предложения об увеличении отпускных цен. Риэлторская деятельность оценивается примерно в 150 миллиардов рублей ежегодно, однако на данный момент очень слабо регулируется законодательно, и граждане нередко сталкиваются с различными проблемами, решать которые приходится самостоятельно. И к нам подключается Иван Лазаренко. Подробнее он расскажет в экономическом обзоре. Иван, приветствую. Какой выход из ситуации видят эксперты? Приветствую, Василий. В первую очередь предлагается принять соответствующий закон о риэлторской деятельности, за его нарушение ввести административную ответственность, а может быть и уголовную. Причем такая инициатива исходит от самих риэлторов. Вы смотрите обзор экономических событий, в студии Иван Лазаренко. Риэлторская деятельность должна регулироваться в России законом, а при этом за его нарушение следовало бы установить административную ответственность. Такое мнение прозвучало на круглом столе в Общественной палате. В первую очередь следует законодательно выделить сферу риэлторской деятельности и ее место в правовом регулировании. Кроме того, необходимо определить систему уплаты налогов риэлторов, установить барьеры доступа в профессию, утвердить профессиональный стандарт работы и ввести обязательное страхование ответственности. В России насчитывается примерно 60 миллионов домовладений, и в среднем 3 миллиона из них, по статистике Росреестра, ежегодно меняют своего владельца. При средней цене квартиры примерно в 2 миллиона рублей общая сумма сделок превышает 6 триллионов рублей ежегодно, а это больше, чем выручка всей строительной отрасли, отмечают эксперты. При этом за помощью к риэлторам обращаются около 75% участников рынка, а выручка риэлторских услуг оценивается примерно в 150 миллиардов рублей ежегодно. Российские производители микроэлектроники и техники предупредили о возможном подорожании своей продукции. По их словам, рост цен в ближайшем будущем может быть связан с замедлением логистических и производственных цепочек из-за пандемии коронавируса, а также повышенным спросом и продолжающимися торговыми войнами, в первую очередь между США и Китаем. Участники российского рынка отмечают, что сталкиваются с теми же проблемами, что и весь мир, дефицитом основных комплектующих, прежде всего чипов. Во многом он связан с тем, что ведущие производители электроники
электроники из разных стран, опираясь на собственный прошлогодний опыт, наращивают запасы на складах, создавая повышенный спрос. Ситуация в России усугубляется отсутствием собственного производства полупроводников для бытовой электроники. При этом отечественные сборочные предприятия не являются приоритетными клиентами иностранных поставщиков из-за небольшого объема заказов. Однако рост цен может стать временным, отмечают эксперты. Правительству России к 1 марта поручено обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также обучение безработных. Компания, взявшая в штат человека, который зарегистрировался безработным до начала этого года, получит субсидию в размере 3 минимальных размеров оплаты труда. Это с учетом обязательных платежей и районных коэффициентов. При трудоустройстве безработного компания получит первым род после завершения первого месяца работы, второй после третьего, а третий после седьмого. Так создаются условия для удержания новых сотрудников в коллективах, добавили в Минтруде. Всего на эти цели заложено 12 миллиардов рублей. Правительство России выделит более 25 миллиардов 400 миллионов рублей на дополнительное финансирование медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Подчеркивается, что денежные средства будут направлены из резервного фонда правительства России. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в ближайшие 5 лет на модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено 558 миллиардов рублей. По ее словам, в этом году на эти цели планируется выделить 100 миллиардов. Процесс модернизации затронет более 3000 медучреждений. При успешной реализации в регионах эффект от принимаемых мер смогут наблюдать в этом году уже около 40 миллионов россиян, отметила вице-премьер. После выхода телесериала «Ход королевы» на Netflix испанская компания, производящая шахматные доски, столкнулась с резким ростом спроса на свою продукцию. Сериал «Ход королевы» – это история становления гениальной шахматистки, которая пройдет сложный путь от старой деревянной шахматной доски в подвале детского приюта до зала, в котором напротив нее в качестве соперника будет сидеть легендарный советский шахматист. Рассказывает Артем Сторонов. Испанская компания Rechapados Ferrer, занимающаяся производством шахматных досок, внезапно обнаружила, что спрос на ее продукцию резко вырос. Как выяснилось, причиной тому стал выход сериала от Netflix «Ход королевы», основанный на одноименном романе американского писателя Уолтера Тевиса 1983 года. В нем рассказывается история шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшей шахматисткой мира. В финале она приезжает в Москву, чтобы сразиться с одним из советских гроссмейстеров. В этом матче в кадре появляется шахматная доска от Rechapados Ferrer. Представители компании, штаб-квартира которой располагается в городе Ла-Гаррига, недалеко от Барселоны, рассказали, что после выхода сериала число заказов у них выросло в 2 с лишним раза, с 22 тысяч в 2020 году до 45 тысяч в 2021. Теперь желающим получить их доску придется ждать как минимум до 2022. Одной из важнейших особенностей нашей компании является то, что мы изготавливаем доски специально под клиента, доводим до совершенства придуманный ими дизайн. Например, для этого покупателя из Англии мы сделали доску из синего дерева с персонализированной полосой. По словам Давида, доска, появившаяся в финале «Хода королевы», одна из самых востребованных. Приобрести ее можно лишь у одного поставщика в Берлине, где проходила большая часть съемок сериала. Однако в связи с ростом спроса компания подумывает о том, чтобы наладить альтернативные каналы поставки. К этому часу у меня пока вся информация. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале. Василий, передаю слово тебе. Да, Иван, спасибо. С экономическими событиями нас ознакомил мой коллега Иван Лазаренко. Ну а далее узнаем о событиях за пределами страны. Мировые новости в эфире. Редкий вид открылся жителям Афин во вторник. Акрополь укрылась снегом. Подробности у Никиты Конева. Парфенон и другие храмы Акрополя замело снегом. Редкое зрелище в солнечной Греции. Песчаные пляжи на побережье Афин укрыло белым одеялом, в то время как традиционная греческая президентская охрана Эвзоны у здания парламента храбро боролась с холодом. На страну обрушился мощный шторм. Власти призывают жителей столичного региона пореже выходить на улицу. По данным метеорологов, такой погоды здесь не было 10 лет.
Упавшие деревья порвали провода линии электропередачи, отключив свет в северных пригородах Афин, а по улицам, погребенным под снегом, не могли проехать автомобили. Пожарные спасли по меньшей мере 10 человек, оказавшихся в ловушке в собственных машинах. 2 железнодорожных пути из столицы были заблокированы. Синоптики заявили, что холодный фронт, как ожидается, отступит к концу недели. Венгерский робот «Ищейка» будет вынюхивать воду на Луне. Этот аппарат выиграл конкурс НАСА, и его создатели рассчитывают едва ли не в следующем году отправить свое творение в космос. Это Пули, венгерский миниатюрный луноход, разрабатываемый для исследования поверхности спутника Земли, и весит он меньше мешка сахара. Вот уж воистину маленький шаг для человечества. Впрочем, скромные размеры устройства не мешают его создателям верить, что оно поможет в поисках воды. Названный в честь венгерской породы собак, этот аппарат вынюхивает следы водорода в лунном грунте. Компактные размеры – повод для гордости создателей. Луноход в 2020 году выиграл конкурс «Дорогая, я уменьшил полезную нагрузку НАСА». Это маленькая коробка, и в ней есть все. Внутри находятся 4 двигателя, по одному на каждое колесо, а еще бортовой компьютер. Также есть энергетическая система. На самом деле у нас, конечно, стоят солнечные батареи, один из основных источников энергии на Луне, но есть и аккумуляторы. При поддержке фондов развития НАСА создатели Пули ожидают, что будут готовы к развертыванию лунной миссии с 2022, хотя ни одна из подобных программ еще не была утверждена. Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии НАСА лишь в прошлом году впервые доказала существование на Луне воды и, следовательно, потенциального источника ракетного топлива и кислорода. Сотрудники полицейского спецназа Вены устроили представление для маленьких пациентов с онкологией в больнице Святой Анны. К радости детей и их родителей бойцы облачились в костюмы супергероев, рассказывает Сергей Берец. Бэтмен и Бэтвумен, Тор и Супермен нанесли в понедельник визит пациентам детской больницы Святой Анны в Вене. В образах супергероев выступили бойцы подразделения спецназа «Вега» полиции австрийской столицы. Представление для ребят, их родителей и медиков они устроили по случаю Международного дня помощи детям, больным раком. Зрители наблюдали за ними из окон своих палат. По словам Барбары Хан, которая занимает в администрации пост директора по уходу, подготовка к мероприятию включала тестирование на коронавирус. Общение с супергероями подняло детям настроение и придало новые силы, отметила она. Кульминацией стало вручение подарков и фотосессия с участием гостей и нескольких их поклонников, которым это разрешили врачи. Как пишет сайт австрийского телевидения ОРФ, сотрудники Вега каждый год проводят подобные акции в детских больницах. Десятки обрученных пар провели свадебную церемонию верхом на слонах в районе Сатахил в тропическом парке Нон-Кнуч в день Святого Валентина в воскресенье. Сидя на наряженных слонах, молодожены произнесли клятвы верности друг другу под аккомпанемент живой музыки. Ранее ради церемонии на слонах на мероприятие приезжали сотни пар, однако из-за пандемии коронавируса их количество резко сократилось. Жители Кёльна и Бонна решили не расстраиваться из-за вызванной пандемией отмены традиционного карнавала и устроили альтернативное шествие с участием игрушечных фигур. С ними нас знакомит Артем Сторонов. Для многих жителей Германии карнавал – дело крайне серьезное, особенно если речь идет о таком мероприятии, как парад в Кёльне, проходящий в так называемый Розенмонтаг или Розовый понедельник. В этот день по центру города проезжают разнообразные украшенные платформы и проходят шествием люди в ярких нарядах, разбрасывая сладости собравшимся вокруг зрителям. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса карнавал было решено отменить, и власти города вынуждены были искать другие способы отметить это событие. Они обратились к жителям с просьбой воссоздать парад в силу своих возможностей у себя дома, например, при помощи игрушечных фигурок. Это и вдохновило Роланда Госберга и его детей на конструирование вот такого необычного карнавала.
Ja, ausschlaggebend für die Idee war eigentlich, Изначальная идея принадлежит оргкомитету отмененного карнавала. Именно они придумали игрушечный парад. Это и послужило первой искрой. А затем я загорелся, начал брать игрушки у своих детей и организовал шествие, которое становилось все больше и больше. Семья Госбергов не только изготовила декорированные платформы на разную тематику, а также фигурки 3 обязательных символов карнавала – принца, крестьянина и девы. Они также включили в шествие его неизменных участников – музыкантов, полицейских, пожарных на машине с мигалкой и даже дворников. В результате получилось вот такое видео, которое порадовало многих даже за пределами родного города. Возвращаемся к событиям в нашей стране. Колл-центры банков в тюрьмах закроют. Госдума приняла во втором чтении законопроект об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы. По мнению авторов, это поможет бороться со случаями мошенничества. Заключенным уже нельзя иметь с собой телефоны и планшеты. В 2018 году в учреждениях уголовно-исправительной системы было изъято более 56 тысяч средств связи. А за попытку передачи телефона на режимных территориях были задержаны более 5000 человек, говорится в сопроводительных материалах. С сообщением об угоне автомобиля марки Honda Fit в дежурную часть МУ МВД России Якутской обратился местный житель. Он пояснил, что припарковал машину на улице Советская, а через некоторое время не обнаружил ее на месте. Чем закончилось это дело, знает мой коллега Дмитрий Тымыров. Он сейчас подключается к нам. Дмитрий, здравствуй. Установлена ли личность подозреваемого? Здравствуй. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в угоне. Им оказался безработный 29-летний уроженец города Якутска, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. Установлено, что задержанный местный житель, разбив окно, проник в салон автомобиля, запустил двигатель и скрылся с места происшествия. Водитель транспортного средства облегчил задачу угонщику, оставив ключи в замке зажигания. В результате разбирательства сотрудники полиции установили причастность задержанного к совершению еще одного угона транспортного средства, совершенного ранее. Установлено, что похищенные автомобили мужчина, покатавшись, оставлял на дороге. Угнанные автомашины изъяты и будут возвращены законным владельцам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Подозреваемому грозит срок лишения свободы на 5 лет. Здравствуйте, это рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тымыров. Житель Мирного осужден за убийство приятеля, который совершил во время распития спиртных напитков, находясь на природе. Собранные Мирнинским межрайонным следственным отделом доказательства явились достаточным для выяснения обвинительного приговора 52-летнему мужчине, который признан виновным в убийстве. Во время распития алкоголя между подсудимым и его 45-летним приятелем на почве личной неприязни возникла ссора, и потерпевший несколько раз ударил приятеля руками и подручными предметами по телу, рукам и ногам. Подсудимый вышел из зимовья на улицу, взял самозарядный карабин «Вепрь» 308, снаряженный магазином патронов, вернулся внутрь помещения и произвел 4 выстрела в потерпевшего. Мужчина упал на пол и от полученного огнестрельного ранения головы скончался на месте происшествия. Подсудимый был задержан, и с учетом тяжести совершенного преступления подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По факту пожара в жилом доме, где погибли 2 детей, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности 2 лицам». Так, 16 февраля этого года около 15 часов в следственные органы республики поступило сообщение о пожаре в 2-квартирном жилом доме, расположенном в селе Маган, и гибели 2 детей 2016 и 2018 годов рождения. Расследование дела продолжается, хоть следствие находится на контроле исполняющей обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по республике. Прокуратура Абыйского района проводит проверку по факту конфликта, произошедшего в образовательном учреждении между учащимся и учителем. Напомним, данный инцидент произошел в субботу в Урасалахской средней общеобразовательной школе, где ученик 10 класса ударил в лицо учителя-предметника. В отношении родителей подростка составлены административные протоколы за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего. Сейчас по поручению прокуратуры региона прокуратура Абыйского района начала проверку по данному факту.
По данным следствия, 13 февраля текущего года в районную больницу с подозрением на перелом носа обратилась 30-летняя педагог школы, которая сообщила о нанесении удара по лицу 16-летним учеником 10 класса после сделанного ею на уроке замечания. Женщина госпитализирована в хирургическое отделение Абыйской центральной районной больницы. В рамках доследственной проверки следователи Заполярного межрайонного следственного отдела установят причины конфликта, степень тяжести вреда, причиненного здоровью педагога, и дадут правовую оценку действиям подростка. Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Между тем, по поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина, прокуратура региона провела проверку обеспечения безопасности обучения детей в школе номер 1 города Якутска. Так, в ходе проверки, проведенной с привлечением специалистов, установлено, что вследствие невыполнения укрепительных работ и капремонта, ненадлежащего обследования техсостояния конструкции здания, физического и морального износа, здание школы сегодня не отвечает обязательным требованиям к безопасности зданий и сооружений, по итогам которого прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию города Якутска обязанности запретить образовательную деятельность в здании школы. Действуя в интересах прав более 600 детей педагогического состава, прокуратура города Якутска направила в суд исковое заявление о запрете эксплуатации здания школы и принятии мер по обеспечению обучения детей в здании, отвечающем требованиям закона. После принятия судом решения окружной администрации города в целях реализации поставленных представлений прокурора требований будет незамедлительно рассмотрен вопрос о приобретении для размещения школьников здания, отвечающего установленным требованиям. Данный вопрос находится на личном контроле заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина. А теперь к происшествиям из-за пределы региона. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания матерью ребенка-инвалида в Красноярске. Так, региональным отделом Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении жительницы поселка Бор Назаровского района, подозреваемой в истязании своего малолетнего ребенка. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили во вторник. Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России Назаровский инициирована проверка по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребенку. Ранее в социальных сетях появилось видео, где женщина избивает малолетнего мальчика. После появления видеозаписи на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Сотрудниками полиции дети 2018 и 2019 годов рождения были изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение. На данный момент проводится проверка. После проведения проверки будет вынесено решение согласно действующего законодательства. Разгерметизация резервуаров произошла на автозаправочной станции в Новой Москве. Возгорание бытовок произошло во вторник в поселке Мосрентген в Новой Москве, сообщает МЧС России. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Из-за пожара разгерметизировались 2 резервуара на расположенной рядом автозаправке. В целях безопасности людей в радиусе 300 метров эвакуировали. В настоящее время возгорание бытовок ликвидировано, а пострадавших не сообщается. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Да, Дмитрий, спасибо. Обзор чрезвычайных происшествий провел мой коллега Дмитрий Тымыров. Ну а мы переходим к новостям наших районов и других городов республики. Работы по освещению улиц в микрорайонах Ленска проведут этой весной, сообщили в мэрии города. В первую очередь необходимо закончить освещение в микрорайоне Светлый, где основные работы были проведены в 2020 году. Отмечается, что неосвещенными остались улицы Лермонтова и Белинского. Все работы будут проведены в апреле-мае планово и комплексно, включая установку опор освещения и подвес светильников. В соседнем Мирнинском районе население обратилось к районной администрации с проблемой о недостатке пассажирских мест в маршрутном автобусе номер 101. Марфелина Алексеева вышла на прямую связь из алмазной столицы. Марфелина, здравствуй. Есть ли выход из сложившейся ситуации? Василий, добрый день. Да, действительно, жители поселка Арылах, Алмазной и города Мирного обратились к местным властям с проблемой переполненных автобусов межпоселенческих 101. С такой проблемой, пожалуйста, столкнулись только в этом году. Тогда еще в соцсетях появились фотографии с запечатленными битком набитыми автобусами, что для Мирного большая редкость. Сегодня мы поговорим с начальником мобилизационного
управления Аюповым Решатом и узнаем причины такой наполняемости а также пути решения данной проблемы. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в чем причина такой наполняемости по вашему мониторингу? Ну, действительно, по заданию главы района был проведен нами мониторинг. Действительно, с 10 по 15 февраля проверяли утренние рейсы из Алмазного Арылаха и в обеденное время и вечернее время в сторону из Мирного, в сторону Алмазного Арылаха. Были рейсы как и заполненные почти на 100%, также и заполняемость составляла менее 50%. Ну, пик жалоб связываем с тем, что до 10 февраля стояли температуры за 40 и ниже. И предполагаем, что население Арылаха и Алмазного ездили на своих личных машинах в город Мирный и, соответственно, брали с собой попутно соседей, друзей, близких. И поэтому автобусы были пустые. А в низкие температуры поставили свои машины, соответственно, в автобусы были у нас заполнены. Имели случай, что они были заполнены. Вот, например, для примера, сегодня в Алмазном Арылахе 46-47 градусов, соответственно, с утра автобус опять-таки был заполнен. Хотя вот в период мониторинга с 10 по 15 февраля, когда стояли температуры около 25 градусов, заполняемость составляла менее 50% в утренние часы из Алмазного и Арылаха. А расскажите, пожалуйста, о решениях. Какие будут решения предприниматься? По результатам мониторинга было проведено совещание с участием глав муниципальных образований Чонинский наслег и поселок Алмазный, на котором принято решение, что данным главам необходимо отработать с жителями села Арылах, поселка Алмазный, поселка Новый, чтобы провели мониторинг, какое время для жителей необходимо. То есть у нас планируется 8 рейсов в день, что в Алмазный, в Арылах, что оттуда. То есть поэтому хотелось бы обратиться к жителям, чтобы направили свои предложения по рейсам, подать по срокам, по графику рейсов из Алмазного Арылаха, также и из Мирного в их населенные пункты, свои предложения. И до 1 марта мы сформируем новое расписание с учетом жалоб жителей и предложений. И вступит в силу, и будем ездить по данному расписанию. Спасибо вам большое за комментарий. Мы также со своей стороны будем мониторить данное движение, расписание и все это транслировать в новостном эфире нашего телеканала. Василий? Да, Марфирина, надеемся, что никаких бюрократических проволочек не будет, и горожане тоже примут активное участие в опросе. На прямой связи из Мирного была наш корреспондент Марфирина Алексеева. Итак, что касается перевозки животных, с 1 сентября вступят в силу новые единые правила перевозки железнодорожным транспортом. Они будут действовать до 1 сентября 2027 года. Их утвердил Медтранс. Изменения затронут перевозку сельскохозяйственных животных. Правила же проезда кошек и собак в основном определяют сами компании. Сельскохозяйственные и цирковые питомцы транспортируются как грузы, но возрастает ответственность за них перевозчиков. Специальные вагоны и крытые составы создадут безопасность и комфорт животным. Перевозчик и проводник со своей стороны должны обеспечить запас воды и уборку пространства во время стоянок поездов. Перевозить четвероногих домашних друзей станет можно в купе, но тогда, скорее всего, его придется выкупить полностью. Решение отдано на откуп самим компаниям-перевозчикам. А в Алданском пункте передержки планируется масштабное строительство для собак. Будет возведен теплый бокс. Пока животные размещаются в уличных вольерах, в помещении находятся совсем маленькие щенки. Татьяна Вахнина с подробностями. Сегодня на улице минус 35, и дворы многоквартирных домов опустели. Обычно безнадзорных собак здесь очень много, причем половина из них явно хозяйские. Гуляющие сами по себе бродяжки подлежат отлову и помещению в приют. Это как абсолютно бездомные собаки, так и выпущенные на самостоятельный выгул. В настоящее время в «Надежде» находится 73 собаки. В теплом боксе содержатся совсем маленькие щенки и короткошерстные друзья человека. Основная часть животных размещена в уличных вольерах. В перспективе все собаки, попадающие в пункт передержки, будут размещаться в теплом боксе. Новое здание рассчитывается не менее чем на 50 мест.
Планировалось, что теплый бокс откроет двери питомцам зимой. Однако строительство, как пояснил глава города Александр Бугай, отложено по причине отсутствия финансов. В общем, денег на строительство приютов не дают. В общем, предприниматель, который занимается уже 4-й год этой проблемой, на сегодняшний день изыскивает свои источники финансирования. Да? Есть материал, частично подготовленные уже площадки. Да? На сегодняшний день надо строить этот объект всем миром. Он не только моего города Алдан, а все поселения Алданского района свозят туда своих собачек. И поэтому на сегодняшний день с приходом лета будем подключать и руководителей предприятия. Как нам ранее пояснили в администрации района, в этом году финансирование увеличилось. Если в 2020-м на борьбу с бродячими животными было выделено 6 миллионов, то сейчас эта сумма составляет 8. Деньги направляются на отлов, содержание, лечение и чипирование бродяжек. А на строительство теплого бокса требуется порядка 15-20 миллионов. Переходим к спортивным событиям. Федерация спортивной борьбы России приняла решение о допуске зрителей на чемпионат России по вольной борьбе, в котором примут участие якутские спортсмены. Первый вице-президент Федерации Арсен Фадзаев отметил, что во время проведения соревнований будут введены масочный режим и социальное дистанцирование по требованиям Роспотребнадзора. На прошедшем чемпионате Дальнего Востока по вольной борьбе сборная команда Якутии выиграла 18 путевок на чемпионат России. Кроме того, еще у 4 якутских борцов имеется допуск к чемпионату в Улан-Удэ. Центр дополнительного образования детей имени Людмилы Лукиной в селе Бердигистях на встречу к 21-м играм Манчары создала новую коллекцию. Ростовые куклы, символы игр, а также модели, олицетворяющие красоту и уникальность горного района, будут главными украшениями всех мероприятий, приуроченных к Спартакиаде. Новая коллекция создана при поддержке гранта главы района. В январе месяце мы изготовили головы Берген, Тургун. Они сделаны из поролона в основном, искусственного меха и покраски. Изготовили для игры Манчары, для ознакомления талисманов, именно для наших воспитанников. Россиянин Аслан Карацев обыграл болгарина Григора Димитрова и вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии по теннису. Подробнее расскажет мой коллега Власий Сергеев. Он подключается к нам. Власий, с каким счетом завершилась эта игра и с кем россиянин встретится в следующем матче? Василий, здравствуй. Карацев выиграл эту встречу со счетом 2-6, 6-4, 6-1, 6-2. В полуфинале турнира он сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который в 1/4 обыграл немца Александра Зверева. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над болгарином Григором Димитровым в четвертьфинальном матче открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 2-6, 6-4, 6-1, 6-2. В полуфинале турнира россиянин сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который в 1/4 победил немца Александра Зверева. Напомним, Карацев ранее поочередно обыграл итальянца Джанлуку Маджера, белоруса Егора Герасимова и канадца Феликса Оже-Альясима. В текущем открытом чемпионате Австралии он дебютировал в основной сетке турнира серии «Большого шлема». В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин занимает 114 место. Мужская сборная России по водному полу со счетом 17-5 выиграла у команды Германии в матче третьего тура группового этапа квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме. Благодаря этой победе россияне возглавили группу «Б», набрав 5 очков в 3 матчах. Второе место занимают хорваты, у которых 4 пункта. Далее идут французы и голландцы, у которых по 2 балла. На 5-й позиции с 1 очком располагаются румыны. Последнее место занимают немцы, пока что не сумевшие набрать ни одного пункта. В следующем матче российская команда сыграет со сборной Хорватии. Футболисты французского ПСЖ обыграли испанскую Барселону в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе Камп Ну в Испании и завершилась со счетом 4-1. В составе парижан 3 результативными ударами отметился Килиан Мбаппе. Еще одно взятие ворот провел Мойзе Кин. Единственный мяч испанцев с пенальти забил Лионель Месси. Команды провели 12-й матч друг против друга. В предыдущих встречах 5 раз побеждали каталонцы, 3 раза выигрывали французы. Еще 3 матча завершились в ничью. Ответная игра
данного противостояния пройдет в Париже 10 марта. В другой встрече игрового дня английский Ливерпуль со счетом 2-0 выиграл у немецкого Лейпцига. Оба мяча были забиты на старте второго тайма. Точные удары на свой счет записали Мохаммед Салах и Садио Мане. Этот матч должен был пройти на домашней арене Лейпцига. Однако из-за запрета въезд в Германию из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования британским штаммом коронавируса, игра была перенесена в Будапешт. Ответную встречу команды проведут 10 марта в Ливерпуле. Московский ЦСКА на своем льду обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе победителей шайбы забросили Андрей Лахтионов, Джон Гилмор и Сергей Андронов. У гостей отличился Артем Бородкин. Армейцы одержали 5-ю победу к ряду и досрочно стали победителями дивизиона Тарасова. В таблице западной конференции они занимают первое место, набрав 85 очков. Подольский клуб идет 8-м, имея в активе 56 пунктов. В следующем матче ЦСКА дома примет Челябинский «Трактор», а «Витязь» на своей площадке сыграет с Магнитогорским «Металлургом». Перейдем к событиям нашего региона. Сегодня в Якутске стартовал чемпионат республики по мини-футболу среди команд второй лиги. Участие в турнире принимает 15 сборных из разных районов и городов. Борьба за медали соревнований началась с группового этапа. Затем коллективы с наибольшим количеством очков продолжат состязаться в плей-офф со стадии четвертьфинала. Лучшие команды по итогам чемпионата получат право выступать в следующем сезоне в первой лиге. Владивосток стал претендентом на проведение международных спортивных игр «Дети Азии» в 2022 году. Как сообщает ЕСЯ, конкурсная комиссия осмотрела спортивные объекты города и пришла к выводу, что после ремонта они будут полностью соответствовать международным стандартам. Известно, что губернатор Приморского края Олег Кожемяка на днях распорядился разработать подробный план реконструкции инфраструктуры. Предполагается, что в случае победы в конкурсе на играх во Владивостоке юные спортсмены будут состязаться по 22 дисциплинам, в том числе традиционном приморском виде спорта – гребле. Проведение игр «Дети Азии» в 2022 году у нас в Приморском крае, в городе Владивостоке. Это хорошая спортивная программа, которая привлекает детей со всей страны. Конечно, детей с Азиатско-Тихоокеанского региона, со всей Азии. В общем, делается все с тем, чтобы этот праздник спорта прошел организованно, прошел у нас на Приморской земле. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Василий, у меня на этом все. Передаю слово тебе. С победами и поражениями на спортивном поприще нас ознакомил Власий Сергеев. Власий, спасибо. День спонтанного проявления доброты, отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля. Это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. В России этот праздник пока еще мало известен, хотя ряд компаний организуют благотворительные мероприятия. Подробности в следующем сюжете расскажет Полина Долинская. Доброта – это качество, которое ценится вне зависимости от праздника, поэтому проявлять ее стоит не только сегодня. Но зато сегодня можно сделать еще больше добрых дел. Немногие в наше неспокойное время способны на подвиги. В состоянии усталости и раздражения от насущных забот мы чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не коснутся нас самих. Молодой человек, извините, можно к вам обратиться? Мне очень неудобно, я просто перепутала автобусы, у меня вот все, что есть, разряженный телефон и не хватает на проезд. Вы могли бы мне помочь? Конечно, конечно. А ты без варежки? Дома забыла, все забыла. Первый раз в городе. Держите. Спасибо вам большое. Мы проводим социальный эксперимент, спонтанное проявление доброты. Большое спасибо. У нас снимает скрытая камера, можете помахать. Большое вам спасибо. Второй этап нашего социального эксперимента будет проходить на автовокзале. По легенде, у нас есть чемодан, у которого сломалась ручка, замерзли колесики, и девушке нужно будет поднять его на высокие ступеньки. Посмотрим, помогут ли ей в этот раз. Помочь? Помогите, пожалуйста. Очень тяжелый чемодан. Ой, спасибо большое. Ой, спасибо вам большое. Он тяжелый. Аккуратно.
Ой, спасибо вам большое. Да он просто замерз, и ручка не работает. Ну, для себя это ничего не стоит, а девушке приятно. Спасибо вам большое. По результатам 2 экспериментов нам удалось выяснить, что чаще всего жители нашего города отзываются на просьбы о помощи. Но и такие ситуации происходят не всегда. Самым простым проявлением доброты в этот день будет ваше отношение к окружающим. Ведь доброта может заключаться и когда уступают место в транспорте, или подают руку на выходе из него, либо же в искреннем слове «спасибо» на кассе в супермаркете. Молодой человек, я бы хотела вам сделать приятное и угостить вас шоколадкой, чтобы весь ваш день прошел в хорошем настроении. Спасибо. Хорошего вам дня. Спасибо. И я бы хотела вам сделать приятное, чтобы весь день у вас прошел хорошо. Спасибо. Хорошего вам настроения. За добрые дела не стоит ожидать благодарности. Главное, чтобы они доставляли удовольствие и дарили положительные эмоции. Чтобы ты хорошо учился, слушал маму и хорошего тебе настроения. Спасибо. Полина Долинская, Георгий Григорьев, Якутск. В городской парк Мирного снова заедет тяжелая техника. Территорию благоустроят в следующем году благодаря программе «Комфортная городская среда». Это выбор жителей. Амфитеатр, кафе, тематические аллеи, велосипедные дорожки – все это стоит в планах на 2022 год, если проект победит. Что еще хотели бы мирнинцы увидеть в парке и какая часть в городе преобразится уже в этом году, узнала наша коллега Анна Брянская. 20-метровый памятник первооткрывателям кимберлитовой трубки «Мир» возвышается над городом уже 50 лет. 2 года назад его реконструировали по программе «Комфортная городская среда». К слову, сам парк не остался в стороне. Его частично оградили, прилежащие территории заасфальтировали, установили лавочки, провели освещение. На достигнутом городские власти не остановились, решили, много не бывает. Снова заявились участвовать во всероссийском конкурсе. В соцсетях и на сайте объявили голосование. А какую еще территорию жители алмазной столицы хотели бы благоустроить? Предложили 3 территории. Сквер и зона отдыха в микрорайоне Заречный, бульвар на Советской и городской парк. За последний голос отдали 1500 горожан. Это половина участников голосования. По предварительному проекту на участке обустроят летний амфитеатр, танцевальную веранду с открытой эстрадой, совмещенную с выставочным павильоном и клубами по интересам, беседки, арки, фотозоны. Но на окончательную версию могут повлиять горожане. Тем более пожелания есть. Для детей можно было какие-то еще дополнительно карусели поставить, побольше мусорных баков. Чтобы пешеходы ходили рядом где-то в стороне, на великах катались. Там все очень красиво, хорошо, но если что-то еще добавят, то будет неплохо. Каких-нибудь, может, аттракционов для детей. Можно спортивные тренажеры поставить. И, знаете, сделать такие беговые дорожки было бы неплохо. Предложения горожан в мэрии ждут до 24 февраля. Идеи можно отправлять на электронную почту, указанную на экране, а также в офис управления жилищно-коммунального хозяйства. Как подчеркнули городские власти, для победы в конкурсе необходимо активное участие самих мирнинцев. После того, как все предложения соберут, учитывая пожелания мирнинцев, отдел архитектуры разработает новый дизайн-проект развлекательной зоны городского парка. Благоустройство начнется в 2022 году, если проект победит. А в планах на предстоящее лето обустроить зону отдыха на Иреляхе в районе микрорайон Заречный. В прошлом году подрядчики часть работы уже выполнили. Разровняли площадку, очистили прибрежную акваторию, убрали лишние деревья. Основной объем работ будет выполняться 2 подрядчиками. Там будут и элементы благоустройства, площадки, какие-то формы малые архитектурные и небольшие павильонного типа сооружения. Как заверили в отделе архитектуры, контракт на работы уже заключили. Возможно, уже этим летом мирнинцы смогут спасаться от жары на оборудованном пляже. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Бамбуковый медведь Дин-Дин в московском зоопарке продолжает наслаждаться снежной погодой в столице. Как видно на кадрах, после фирменного катания с горки восточный медведь нашел себе много забот. Это и качели, и игра с бревнами, и гонка шин. Панда даже умудрилась свалиться в снег с одной из стен в вольере. Дин-Дин живет в зоопарке с 2019 года, куда переехала из Китая. По человеческим меркам она сейчас подросток. Ей 3 года, в среднем панды живут около 20 лет.
Столбик термометра в Якутске упал до минус 37 градусов. Столицу утром снова затянуло туманом. Чем обусловлено такое резкое похолодание и на какую погоду нам стоит надеяться в ближайшем будущем, расскажет наш корреспондент Сырглана Неустроева. Она на прямой связи. Сырглана, тебе слово. Здравствуй, Василий. Только якутяне начали настраиваться на весенний лад. При этом столбик термометра последние несколько недель стабильно не опускался ниже 30 градусов. И вот сегодня утром минус 37 градусов, туман, вдарили морозы, можно так сказать. Конечно, не такие крепкие, как обычно, но при этом сегодня максимальное похолодание обещают до минус 40 градусов. О том, чего же нам ждать в ближайшие несколько недель, вообще, когда наступит уже настоящее потепление, настоящая весна, нам расскажет заместитель начальника Якутского гидрометцентра Вячеслав Шахиров. Вячеслав, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие прогнозы на ближайшее время? Здравствуйте. Ну, прогнозы какие? У нас вот примерно такая погода, вот, которая установилась сегодня, она продержится примерно на территории, ну, скажем, городского округа, город Якутск, да, и ближайших центральных районов, примерно где-то до середины следующей недели. Это еще в течение, наверное, 10 дней такая погода продержится. Вот, но потом она потихоньку начнет перестраиваться уже, как бы, ну, скажем, в направлении весны. И диапазон уже между ночными температурами и дневными будет где-то порядка уже там 5-10 градусов. Вот такой диапазон. А сейчас, да, это пришел нам циклон, антициклон. Он стоит теперь практически на большей части республики. И вот такая морозная погода, она и пришла вот с этим антициклоном. Вот. И сейчас у нас сегодня выходит с юга Красноярского края циклон на наши юго-западные районы, что принесет туда небольшое потепление и также небольшие осадки в виде снега. Ну, местами будет умеренный снег, но это повышение продлится недолго, буквально пару дней, и уже в пятницу либо в субботу на эти районы снова придет похолодание. Вот. Также будут температуры ниже 30 градусов. Ну, если брать в целом, то это уже не такие уж аномальные холода. Мы сейчас приходим к норме. То есть по норме примерно такая температура и должна быть. А вот прошлая неделя, да, она оказалась, скажем так, аномально теплой. Она была выше нормы на 10 градусов, потому что к нам приходила теплая погода из Тихого океана с начала недели, в конце недели с Приморского края, да, приходила теплая погода. Вот и она создала вот такую комфортную, теплую, как мы считаем, для нас погоду. Вот все. Спасибо, Вячеслав. Ну вот такая вот аномальная зима, была аномально холодной, и под конец стала аномально теплой. А я хочу добавить тем временем, что по якутским поверьям бык холода уже должен был отбросить два своих рога, и в 20-х числах уже ожидается его окончательное отступление. А у меня на этом все. Василий. Да, Сырглана, спасибо. Вот в районах республики, наоборот, гидрометцентр утверждает, что повсеместно наблюдается потепление, за исключением столицы. И переходим к крупным городам у нас в Якутии. В Алдане днем минус 24 градуса, ясно, ветер от 1 до 3 метров в секунду. Вечером обещают минус 29, а ночью немного теплее, минус 28 градусов. В Ленске и того минус 22, без осадков, но облачно, ветер от 1 до 5 метров в секунду. Вечером минус 23, ночью минус 25. В соседнем Мирном минус 25 градусов, облачно, ветер от 3 до 6 метров в секунду, довольно сильный. Вечером будет минус 26 и снег, а ночью столбик термометра опустится до отметки в минус 28 по Цельсию. В Нерюнгри сегодня минус 24, ясно, ветер 1,3 метра в секунду. Вечером и ночью обещают минус 31 градус, и, как сообщали ранее, о погоде в столице в Якутске минус 30, ясно. Ночью температура опустится до минус 39, ветер 1,3 метра в секунду, влажность 60%, давление 762 миллиметра ртутного столба. К этой минуте у нас все. Спасибо, что все это время оставались с нами. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Всего вам доброго и до свидания.